Более десятка лет экс-чиновниками, политиками, депутатами обсуждался вопрос продажи жилья иностранным гражданам, порой закрыто и кулуарно, но сегодня обсуждается вопрос именно о регулировании правового статуса апарт-отелей, то есть исключительно коммерческой недвижимости, и происходит это открыто и публично. Так вот, когда руководство обвиняет в том, что таким образом оно проталкивает якобы скрытую форму продажи земли, хочется сказать следующее: земля в Абхазии не продается. Видимо, это необходимо повторять как мантру. При всем этом, в соответствии с действующим законодательством, в настоящее время иностранный гражданин, в том числе гражданин Российской Федерации, может зарегистрировать фирму в Республике Абхазия, взять в аренду земельный участок, построить на данном участке гостиницу, пансионат, а также любой вид коммерческой недвижимости, в том числе и апарт-отель. Закон нужен, чтобы регулировать эти правоотношения. Также законопроект предусматривает дополнительный специальный сбор, целевое назначение которого будет направлено исключительно на финансирование государственных программ, обеспечивающих жильем отдельно нуждающихся категорий граждан Республики Абхазия. На фоне открытого обсуждения данного вопроса особенно цинично звучат слова противников данного законопроекта, которые при всем этом уже сами являются активными застройщиками апарт-отелей на территории Абхазии. В любом случае, решать, необходим ли данный законопроект, будут народные избранники, депутаты парламента, на которые часть своих прав возложил их электорат. Подытоживая, хотел бы отметить, что мир вокруг нас становится все опаснее и суровее. Угрозы нашей безопасности все ощутимее. И несмотря на то, что во внутриполитических процессах уже долгое время идет борьба, в вопросах внешней политики мы как никогда должны быть едины. Сменяемость власти имеет цикличный характер, и нет ничего вечного, но при этом нельзя забывать сохранять лицо. Благодарю за внимание.